Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! О, вот, пожалуйста, вот этот вот вам. Да хули это дерьмо, оно, блядь, трусливое со всех сторон дерьмо, блядь, которое боится. Шурик, ты балбес. Будь сильным и не пукай на стримах. Посмотрите вот на это вот недоразумение. Иди родину защищай, пес облезлый. Слышишь, а у тебя что за футболка? Подожди. А где твоя родина? Где твоя родина? Нет, мне не переживай за мою родину. Где твоя родина? Защищаешь свою родину. Где твоя родина? Защищаю, как я могу. Почему ты защищаешь свою родину? Ты зачем мне звук убрал? Я тебе не убрал звук, я тебя слышу. Ты мне убрал звук. Где твоя родина? Вот это что на тебе напяленное? Ой, и сеточку мне подставили. Ой, ты глянь какие. Так твоя родина где? Моя родина? СССР. А тогда зачем ты сидишь в этом? Вот это что у тебя сейчас на тебе напяленное? У меня? Посмотри. Да. Символ моей страны. Чего? А вон на тебе что напялено? Твоей страны? Твоя страна теперь Америка? На тебе за сколько продался? Я не продаюсь. Продаешься вы. Ты продался. У меня символика Российской империи. Покажи мне, где Российская империя. Россия, правопреемница. Покажи Саша, мне, Саша, не закапывай себя глубже, Сашенька. Шурик. Когда пойдешь в Российскую империю? Тебя это не касается. Почему? Если призовут, пойду. Да можешь, сиди молча. Я не хочу твой бред слушать, твои маты слушать. Я не хочу тебя слушать. Ты обыкновенный русофоб. Ты то проклинаешь Америку, то и восхваляешь. Где твоя родина, скажи мне, Шурик? Он дурачок, что ли? Я же тебе сказал только что, пес. Не, пса ты увижу в зеркало. Так я на него смотрю сейчас. Сашенька, сколько у тебя сейчас на стриме людей? Мало. Онлайн. А как ты думаешь, что случилось? А подумай башкой своей. Ну, конечно, тебе пропитой башкой. Да, конечно, пробитая башка. Пробуй оскорблять, да. У меня сейчас на стриме 665 человек, прикинь? А у тебя это такие же, как и ты, беженцы. То есть ты сейчас россиян? А у меня 0. У меня 0. А хочешь, сейчас я попрошу, они к тебе зайдут? Нет. Не надо. Не надо. Хочешь? Не надо. Зайдут, вот пусть твои остаются у тебя. Мне не нужно. Они у меня останутся. Мне не нужно. Кто меня знает, те меня знают. А вот твои, вот эти, как Захар, пусть остаются при тебе. Мне не нужны такие же твои брекеры, как и ты. У тебя узкий круг. Так у тебя... А, ты еще пытаешься оскорбить моих подписчиков? Что значит пытаюсь? Я это говорю тебе, я не пытаюсь, я говорю конкретно. Ты можешь говорить про меня. Не надо никогда трогать, Саша. Можешь. Я тебя не слышу, за кой подувало. Сашенька, вот запомни одно. Ты можешь говорить про меня все, что угодно. Стрим слышит. Ты можешь говорить про меня все, что угодно. Но я пока тебя прошу не трогать моих подписчиков, не трогать моих родителей, не трогать ничьих родителей. Заметь, твоих родителей, твою жену никто никогда ни разу не тронул. Вот понимаешь, в чем между нами разница? Убери Маржа, он мне не интересен, скипни его. Убери его, я его не буду слушать. Такой же, как и ты, беженец, уехавший, и начинаете проклинать свою страну. Папа, власть переменилась. А где твоя родина, Саша? Давай начнем с того, что СССР, Россия и Русь, это все теперь одно и то же. По Конституции России, по главному закону, как ты говоришь. А, он обзывает моих родителей? Ну, понятно, может быть, ни что не способен. Он обыкновенное быдло. Он оскорбляет моих родителей. Вот видишь, с кем ты общаешься?
Давай ему на минуту звук включу. Давай, проэкспериментируем. Что он там говорит? Давай, моржик. Какие у тебя были? Тварь ты ебаная, какие у тебя родители были? Тебя нашли в дерьме, лучше, чем твои. Родители были у тебя. Это же ну ты, вот, сука, вот послушайте, послушайте, ребят, алкаш, послушайте. блядь, Ладно, все, я тебе обратно Ладно. санкции ввожу. Он говорит про моих родителей. И Саша такой, который и нашим, и вашим. Я говорю, не надо меня перебивать, когда я говорю. И ты, Саша, это выслушиваешь. Заметь. Не, это хоть раз ты слышишь, подожди. Ты позорник. Хоть раз. Ты позорник. Хоть раз. Я так говорил о твоих родителях? Ты позорник. Где-то, в каком-то ключе. Не-не-не, не спрыгивай с темы. Хоть раз. Хоть раз. Я о твоих родителях говорил плохо. А ты о моих сказал плохо. Что я сказал? Ты сказал, что они уроды просрали Советский Союз. Ну, твои родители тоже находились на территории СССР. Угу. А ты оскорбил моих родителей уродами. Окей, что ты хочешь? Я хочу тебя, ну, извинить перед моими родителями. Да? Папы нету давно, а мама еще живая. Становись на колени. На твои давай. Показывай. Нет, зачем на мои? Показывай колени. Вот понимаешь, ты настолько ущербный. Я могу встать на твои колени, потому что я офицер. Ты когда со мной споришь, пусть я даже не служил. Не говори в параллель со мной. Ты не понимаешь, что советский офицер, даже русский, 2 раза становится на колено. Первый раз, когда принимает присягу и целуя флаг. Михаил, а второй раз, когда шнурует берцы. Я просто похлопаю. Я Мишу не слышу. Мне его оскорбления в мой адрес и в адрес моих родителей мне нахер не нужны. То есть страна, подождите. То есть страна воюет, а офицер сидит дома и устраивает... А твоя страна не воюет ни с кем? Где ты сейчас эту майку напялил? Твоя страна где не воевала? Завидую, с Афганистана убежали, с Вьетнама убежали. Вам везде вернули хрен в ухо. И ты теперь непонятной национальности, ты никто. Понимаешь? И сиди вот эти ухмылочки делай. Сколько отписалось от тебя, Сашенька? Тебя как создали, так тебя уберут. А Маша никто не создавал. Ну, может, ошибка природы. А ты подумай, кто. Что ты сделал? Что ты сделал? Как ты бегал первые разы, просил, ребята, дайте рекламу. Не помнишь, нет? Не помнишь? Что ты сделал для России? Тебя это касаться не должно. Касается, коснуло. Каким хреном? Можешь. Вообще, уйди нахер отсюда, можешь. Уйди, я не хочу тебя видеть. Ты никто, и звать тебя никак, понимаешь? Ты никто, можешь. Тебя как звать? Ухилянт. Вот вы оба с Востока убежали и все просрали. А теперь завидуете России. Это чудо в перьях из Сибири вылезло. Из глубины сибирских руд. И что дальше? И что? А что ты убежал? А рядом со мной жили, кстати, твои тоже соотечественники. Почему ты оттуда убежал? Комары загрызли? Да, ну вообще глупый человек. Почему ты оттуда убежал? Да тебя это не чешет. Хотя бы. Я тогда был несовершеннолетний. Я тогда не проходил воинскую службу в Восточном округе. А ты вернулся домой. Еще развалился. Ой. И что теперь? Черта ты в зеркало увидишь. Вообще мерзость. Черта ты в зеркало увидишь. Это ты без премии, без флага. Ты никто. Вот так. И дальше что? Завидуй, пес. Чему завидовать? Что ты все просрал в своей жизни? Ты просрал землю предков. Ты все просрал. Родину. Родной язык. И он говорит, завидуй. Чему завидовать? Что у вас люди живут в коробках из-под телевизоров под мостами. У вас бомжи, у вас наркомания. У вас Техас поднимается. У вас мексиканцы бунтуют.
У вас в Лос-Анджелесе недавно был кипиш. Чему завидовать? Яйца подорожали. Чему завидовать? Яйца подорожали. Да, твои никому нахер не нужны. Давай, по нарративу, по методичке, яйца подорожали. По какой методичке? Давай, я не знаю, сколько... лобби, я давай, никогда не интересовался, сколько у вас стоят яйца, мне вообще пофиг. Почему? Это ты интересуешься, что и как у нас. А знаешь почему? Потому что завидуешь. Точно. Миша, можешь уходить, я не буду с тобой общаться, Миша. Ты переходишь на оскорбление моих родителей. Ты их не знал. Миша, я понимаю, что это родители уже давно усопли. Они не виноваты, что вот такой сынок родился и воспитался. Зачем ты ему... Им только всего самого хорошего. Гадости говоришь? Ну вот видишь, он на меня опять решает. Потому что ты трусливый. Да мне нахер не нужно, я не буду слушать мат. Ты трусливый. Я трусливый. Даже через экран боишься. Ты почему ходишь вдвоем с кем-то? Я хожу один. Я вас четверых вот так вот на кукан напяливал, блядь. А что сейчас вы не ходите вчетвером? А где твои чаечки? Где твои девочки? Где твой Минский? Где твой патологоанатом? Где? А те сейчас все нахер откажутся. Хочешь? И не ерзай, и не перди. Хочешь? Я сейчас Юру поставлю. Хочешь, он тебя напхает больше, давай, убирай. Вот это чудо. Давай я сейчас Юру поговорю. Но ты звук выключать не будешь. Я сейчас Юру поставлю. Юрий, не буду. Вот это убирай, Юру давай. Нет, я его не уберу. Я подключу Юру и посмотрю, как... Ну, Юрия не буду убирать звук. Давайте. Я вам втроем сейчас, слушай, какая разница, может, мне интересен. Он такой, он инфантильный такой, Какая разница, такой, он обиженный. Какая разница, кто тебя будет называть дятлом? Да мне по барабану, называйте как угодно. Давай, поддержку. Ты же один не вытаскиваешь, никогда не вытаскивал ты один. Давай. Таджикистан хорошая страна, согласен. Слава богу, что такие ее покинули. Узбекистан, Таджикистан, слава богу, что такие уехали предатели. Слава богу. Ну, там бог у всех разный. Да? Слушай. Да не ори ты, Мош, я тебя не слушаю, звук убрал. Хуй ты стараешься, Юра, просто ты что ты там. Воздух, что ли? Слушай, а вот мне интересно, да, ты в Таджикистане никогда не был, но ты не славишь был. Бога, что я уехал из Таджикистана. Тебе да. какое собачье дело, уехал я или не уехал? Не, собачье дело это твое. Ты бросил, как собака, свою родину и уехал. Понимаешь? А ты не бросил свою родину? Нет. Ну-ка вот так вот покажи. Батагай! Что еще сделать? У меня там до сих пор живут мои одноклассники, мы общаемся. Не, давай. Я интересуюсь по свою родину. Не, это ты будешь указывать ему либо Юрий, либо вот этому. А теперь у меня вопрос к Юрию. Ой, Юра, только не матерись. Юра, а ты когда служил? Ты когда служил и где? Юра, ты когда служил и где? С санными тряпками, а ну расскажи. Кого? Кого ты по зоне гонял с санными тряпками? Да тебе это не важно. А ну как это не важно? Юра, ты где служил? Кого ты гонял по зоне? Юра, не спрыгивай с темы. Кого ты гонял? Ой, ну видишь, оскорбления пошли, как ему звук не уберут. Юра, ты где служил? Кого ты по зоне Юра, почему ты не служил? Юра. Ишаев. Юра, ты где служил? Ишаев, сука. Да можешь мою фамилию 155 раз говорить. Ишаев Андрей Викторович. Кого ты гонял? Ишаев Андрей Викторович, да, это я. Да. Расскажи, кого ты по зоне. Ты что, года рождения? 16 июня. Петушара ебаный, бля. Расскажи. Ты где служил? Кого ты гонял по зоне, бля? Ну что, я ему звук уберу. Таких как ты. Таких как ты. За слова отвечай. Он не отвечает на мои вопросы. Отвечай за свои слова, блядь. Кого ты гонял? Таких как ты, чмошников подшконочных. Кого ты гонял по зоне? Таких как ты. В какой зоне? Петух, блядь. Угу. Что ты мычишь, сука, блядь? Миненко, ты где служил? Сука, блядь, ебаная. Где служил? Кому присягу давал? Ну, когда ты служил вообще? Скажи мне, Миненко, ты служил, нет? Миненко, ты служил?
Да, 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 да. Бабичев, вот это твое окружение. Вот сейчас подумай, Бабичев, Одну секунду. Кем ты себя окружил? Я, Юрий, убираю звук, потому что не отвечает на мой вопрос. Юра, ты служил? Юра, ты в армии служил? Ой, господи, блядь, ну детский сад. Ну детский сад. Не, у меня пузика добавь, добавь пузика. Это ты в молодости. Ой, блядь. Вот это твое окружение, Бабичев, вот это твое окружение. Ты себе закапываешь. Так, Юра, не служил, все. Шел нахер. Все, я ему звук убрал. Юр, подожди секунду. Ты мне про мое окружение? Ты посмотри. Это твое окружение. Ты посмотри на свой петушиный угол, чертила. Вот у тебя. Один русофоб, второй русофоб. Ты посмотри на себя. Какой угол? Какой угол? Тихо, подожди. Если ты докажешь мою или Юрину русофобию, или даже маржа, я тебе 100 долларов. Серьезно, маржа? Если именно русофобию. Не-не-не, ты можешь бабки слать кому угодно. Если ты не докажешь, ты обосрался по всем фронтам. Ты меня побирался, 2 доллара просил. Я не просил, я требовал. Ты просил 2 доллара. Я не просил, я требовал. Требуют. Я требовал. А 2 доллара это попрошайничаю. Так вот, смотри. А ты ж больше не способен. Ты ж не можешь 1000 долларов переслать. Ты помнишь, когда я Паше загнал 5000 рублей, последних на карте? Ты собой себе цену такси. Ты сказал, я тебе их обратно перешлю. Ты тут же обосрался. Ты 100 долларов, я не лгу никогда. Ты 100 долларов зажилил, блядь. Я обосрался на 100 баксах. Ты обосрался на 100 баксах изначально. Ты не показал транзакцию царевичу. Походу, да, ты обосрался везде, везде. Ты на колени должен был стать. Сура, показывай, колени, они встанут. Все, вот это уровень их троллинга. Короче, тредика. Идете нахер, вы мне не интересны. Все, отработанный материал. И ты, и ты, и ты. Нахер. Вот это я взбодрился, значит. Ребят, матом не пишем. Если что.